дорогие, добрый день. Это Дик Халчин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, вот такая у нас погода сегодня. Вчера шел снег, позавчера шел снег. Позавчера вообще такие большие хлопья были. И видите, немножко, конечно, сегодня с утра подтаял. С утра было такое хорошее солнышко, но уже сейчас 4 час дня. 3 часа, ну, где-то 4, по-моему, точно не знаю. Ну, 3 уже точно. Солнышко уже закатилось за тучки. А так было очень солнечно, немножко начинало подтаивать, но все равно, видите, уже 2-3 дня снежок лежит. Вот такие вот дела, друзья. Так, ну что, горы очень красивые, но телефон не передает их все равно, красоту этих гор. Особенно вот когда лежит снег, мне нравятся горы. Ну что, друзья, будем с вами чем-то заниматься. Буду показывать, чем я буду заниматься. Ну, домашними делами, какой-то готовкой. Хочу приготовить кое-что. Сегодня приезжает мой сын. Надо тоже что-то приготовить. К сестре сегодня не еду, потому что у сестры сегодня... К сестре моей поехала и дочка моя. И после 4 или после 3 примерно, не знаю, обещала поехать и сноха с племянницей. 2 дня с ней была Танзила, даже ночью, поэтому я как-то не переживала за нее, что очень была спокойна, что Танзила все время со мной на связи. Ну и в этом плане. Вот так вот, друзья. Сейчас пойдемте. Показала вам погоду, показала, как, что у нас. Теперь пойдемте со мной готовить. И вот, друзья, вот чем я занималась после обеда. Наделала вот таких вот голубцов к приезду сына. После 4 обещали его выписать. И хочу показать, вот собрала яйца. Но это за 2 дня. Я не собирала 2 дня. И почему показываю? Потому что многие жалуются, что у них куры не несутся. У меня тоже была эта жалоба, куры не неслись, но сейчас, алхамдулиллах, они занеслись. Штук 15-16, когда и 18 бывает. Конечно, должно было бы быть чуть побольше, но хоть так. Во-первых, у меня пол моих как бы стада, или что, я не знаю, ну не стада, а половина моих кур, это уже, считайте, ну, 1,5 годика им уже, потому что они будут нестись поменьше. А молодушки только начинают нестись. Поэтому вот так вот. Сейчас я их помою, высушу и в холодильник положу. Я всегда делаю так, потому что у меня с ними, видите, и гуси несутся. Есть и гусиное яйцо. 2 вот таких гусиных яйца. Но пока оно мне не нужно, я не хочу. В принципе, вообще, наверное, не буду гусей пока выводить, потому что я как-то зимой вывела их в январе, положила в феврале, они вывелись. Мне было очень трудно с ними, они же быстро растут, им нужна вода, а в клетке, в помещении бывает очень сыро и неудобно. Неудобство у меня нет удобств, чтобы разводить вот водоплавающую птицу в холодное время года, поэтому не хочу. И представляете, в это же время у меня легла квочка. Не знаю, наверное, я ее перенесу в котельню и положу под нее яйца. Сегодня я, правда, забрала все, но вот завтра не буду вообще собирать. И хочу положить эту квочку. Пусть, если выведет, не выведет, не выведет. Она уже 2 недели лежит. Я ее выкидываю, она снова ложится. Я ее выкидываю, она снова ложится. Так что сделаю ей гнездо в котельне и положу ее. Будь что будет. Сейчас я быстренько помою яйцо и посчитаем, сколько их. Так, друзья, и я сказала, что мои куры начали снестись, но я не сказала почему. Мне очень хорошо помог жмых. Ну, тот жмых-то, конечно, у меня давно закончился, но я стала покупать уже у себя. На пакете, что мне прислала Лена, было написано макуха. Может быть, кто-то под таким вот знает. Это просто жмых от пшеницы, от семечек. Короче, добавляла его и премикс Драур. Мне кажется, мне очень даже хорошо помогло для кур. Потому что, как видите, бывало 3-4 яйца максимум. И даже в такой вот снег, в такой вот холод, мороз, вот они уже несутся. Я очень этому рада. Так, 4,
5. Видите, даже некоторые очень большие, крупные яйца. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я посчитаю, потом подключу. Друзья, я посчитала. Значит, их 34 и одно яйцо разбила. 35. Вот за 2 дня 35 яиц и 2 гусиных. Так что, я думаю, это не очень-то плохо. И сегодня я хочу сделать пирожки с капустой в духовке из дрожжевого теста. Давно не делала дрожжевое тесто. Сегодня мы с вами его сделаем. Так, что мне для этого нужно? Сейчас придвину-ка немножко поближе. Вы будете смеяться, но у меня опять сломался микрофон, и поэтому иногда бывает меня не слышно. На этот раз я не виновата. Я не знаю, что с ним произошло. Как говорится, не виноватая я. Так, что нам нужно? Так, 2 яйца, столовая ложка дрожжей, столовая ложка соли, чайная ложка сахара, грамм 40 сливочного масла, я его растопила, и грамм 40-50 растительного масла. Ну, мука, пол-литра молока и пол-литра воды. Мы сюда добавим пол-литра воды. Так, и, друзья, вдруг кто сегодня первый раз зайдет ко мне на канал, у меня импровизированная кухня. Мои постоянные, конечно, зрители знают, что это так. Ну вот, кто не знает, значит, друзья, это у меня просто временное. Так, значит, я пол-литра молока, как я сказала, пол-литра воды. Оно теплое, ну, чуть-чуть теплее, чем комнатной температуры, ну, где-то 35-36 градусов, наверное. И чтобы проверить дрожжи, мы сначала сделаем небольшую опару. Вот нальем немножко молока. Ну, молоко с водой. Так. Интересно, ага, все видно. Значит, чайная ложка сахара. Ну, и где-то столовая ложка муки. Все размешаем и немножечко минут на 5-10 оставим. Я просто не уверена в своих дрожжах, если честно, потому что они у меня куплены уже давно. Я очень редко пользуюсь дрожжевым тестом. Ну и, конечно, сами дрожжи. Столовая ложка дрожжей. И, друзья, я хочу еще сказать огромное-огромное спасибо вам за пожелание здоровья моей сестре и моему сыну. Я вам безмерно благодарна. Спасибо вам огромное. Вы у меня самые лучшие подписчики, наверное, на ютубе. Я могу похвастаться этим, скорее всего. И я уверена в этом даже, что вы у меня самые лучшие. Огромное-огромное вам еще раз спасибо. И я вам тоже желаю всем моим подписчикам здоровья, здоровья вашим близким, родным, знакомым, всем-всем-всем. Здоровья вам, счастья, мира и всего хорошего. Так, ну все, теперь больше не будем его мешать. Так, немножко мука не разошлась. Так, ну и все. Сказала, ну и все, еще минуту. Просто на ложке дрожжи не хочется мне их. Теперь все, я поближе к печке поставлю. И пусть немножечко постоит. Потом еще раз подключусь. Так, и, друзья, у меня, ну, в принципе, я всегда все это делаю на глаз, никогда не взвешиваю. Но
Я знаю, что многим нужно бывает точно, сколько, чего и как. Я не знаю, сколько мне нужно муки на это тесто. Это тесто у меня для пиццы. Вот я на работе делала такое тесто и на пиццу, и на пироги, и на булочки. Ой, на булочки. Ну да, и на булочки, только пресные булочки, не сладкие. И на эти пирожки с капустой. У нас очень любили пирожки с капустой, особенно зимой. Постоянно были заказы. Поэтому я делаю просто так, как обычно я делаю кефирное тесто. Прямо вот сюда, в лунку, и замешиваю. Но сколько уходит муки, я никогда не взвешивала. Сейчас я взвешу. Так, тару поставить муку до, а потом сколько останется после, чтобы знать и сказать вам, сколько у меня ушло муки. Хотя мука разная, но примерно хотя бы, чтобы вы знали. Ну, вот 1,5 килограмма мы сделаем примерно. Вот. Ну, 1,6 кг. Вот, 1,6 кг муки. А там посмотрим, сколько у нас она израсходуется. Так, ну вот, друзья, прошло минут 10. Дрожжи работают, значит, они неплохие. И мы сейчас заведем наше тесто. Так. Я снимаю. Тут 2 игрока играют в телефон. Так, значит, нальем молоко с водой. Сюда же нашу опару. Так. Теперь сливочное масло растопленное. Подсолнечное масло. И 2 яйца. И потихонечку начнем замешивать наше тесто. Пока соль не добавляем, чуть-чуть вот. В последнюю очередь добавим соль. Пришел? Больной. Выписали? А? Почему? Почему? Я снимаю. Я коцанёк вас называется. Иди не шужи своими пакетами. Убери со стола. Видите, когда мало муки, я не умею.
Вот теперь я добавлю соль. И хорошенечко перемешаем. Тесто должно быть тоже такое, не забитое мукой, легкое, свободное, но чтобы и не прилипало к рукам. Значит, смазала чашку маслом. И смотрите, вот такое вот тесто получилось. Вот оно мягкое. Мука осталась. Мы ее сейчас взвесим. Перекладываем сюда. И сейчас, наверное, я... А вот. Накроем вот этой вот. Поближе к печке. И теперь взвесим нашу муку. Сколько ее осталось, чтобы знать, сколько ушло. Так, ну здесь я тару не запомнила, друзья. Представляете? Придется в этой взвешивать. Так, 250, ну 260 грамм осталось муки, а было кило 600. Значит, отнимем это, и я в описании напишу, сколько получилось. И все, пока сейчас будет стоять тесто у нас на расстойке. Сейчас я еще полотенцем укутаю его. Мы будем с вами тушить капусту. Друзья, как вы поняли, сын мой уже приехал. И я сейчас буду делать, значит, обжарила морковку, лук и болгарский перец. Сейчас положу томатную пасту туда. Одну-две ложечки. Не буду ничего делать на гарнир. Так, сейчас. Перчик. И сейчас положим голубцы сюда.
Такую приправу еще немножко добавим, приправу такую от Лали. Она, правда, для супов, борща и бульонов, но мне именно его аромат нравится больше. Немножко паприки копченой. И немножко чеснока сушеного. Вот. И теперь зальем все кипятком. Ну так, чтобы вот, как видите, не очень много было воды. Я не знаю, наверное, не видно. Сейчас перенесу вот так вот поближе. Вот так вот. Со штативом таскаю. Так, все. Теперь прикроем крышкой. И на такой средний огонь и пускай томится. Так, тем временем... Так, друзья, значит, я налила масло в сковородку. Сейчас подготовлю капусту, пока подходит наше тесто. Капусту, наверное, немножечко нарежу. Сейчас включим плиту. Так. Капусту я отжала. Оказывается, не видно. Вот. Так, друзья, и добавим еще одну луковицу.
Голубцы варятся. Так, капуста тушится. Немножко убавим огонь. Укроем крышкой и... Ой. Я вас пошутнула. И пусть теперь тушится пока до приготовления капусты. Так, друзья, голубцы мои готовы. Вот такие они получились. Теперь посыпем зеленью. И они сейчас их будут есть просто с подливой, без гарнира. А потом попозже попьют с пирожками, с капустой чай. Ой, я все время вас шатаю, потому что никак не привыкну, что она у меня тут стоит. Так, ну я, наверное, в одну тарелку положу и покажу. Вот так вот подлива. Так, у нас в гостях друг моего сына, поэтому я вообще-то хотела показать стол, но они не хотят, чтобы я снимала. Так, друзья, покормила я ребят. Капуста уже все готова. Сейчас я ее переложу и поставлю на холод. Добавлю немножко зелени у меня. И, наверное, немножко красного перца добавлю. Потому что я ее делала не очень острой, потому что ем ее я, а я, как вы знаете, уже на диете. Пирожки я есть не буду, мне нельзя. Все. Так, сейчас я в холод поставлю. Друзья, смотрите, как лежит наш моська, довольный. И всегда ложится на этот коврик для намаза. Вот не знаю почему, ни на диван, ни на кресло, ни на пол. Ну, иногда ложится на пол, когда ему жарко. Но в основном всегда на этом коврике. И вот такой вот он у нас толстый. Старый старичок. Жду, пока остынет капуста моя. Друзья, теперь тесто наше подошло. И мы его немножечко помнем. Видите, какое оно воздушное. Видно? И вот пока наша капуста будет готова, тесто
еще немножечко подойдет. И вот капуста наша уже остыла, тесто второй раз уже подошло. Теперь смажем противень растительным маслом. Подготовим. Духовку я уже включила, друзья. Так, ну и начнем лепить наши пирожочки. Так, тесто, как видите, снова подошло, оно воздушное. И, друзья, я всегда работаю с мукой, не на масле, я не умею с маслом лепить тесто. Вот так вот. Это пока отложим. Покроем его полотенчиком. Так. И я буду взвешивать, друзья, каждый. Так, друзья, и теперь каждый кусочек я хочу взвешивать, чтобы были одинаковые пирожки. Ну, где-то 80 грамм. Давно не пекла эти пирожки, если честно, даже после того, как ушла с работы, ни разу и не пекла. Что-то, видите, уже раньше была рука набита, сразу могла делать на глаз. А сейчас нет. Так, на этот противень у меня 10 пирожочков обычно помещаются. Так, 3, 3, 6 еще надо. Теста, конечно, много, но это тесто мне пригодится. Я его положу в холодильник, вернее, в морозилку. И буду делать пиццу потом. Я поэтому и сделала его побольше. А так можно, если пополам поделить, сделать и поменьше. Так, 2, 4, 7, 8, 9. Ой, 10 хватит. Так, теперь... Так вот. Зелени у меня нет, надо сходить в магазин, много чего уже подзакончилось, надо купить. Ибрагим болеет, кашляет сильно. Я его не пускаю никуда. Ибрагим у меня вторая рука и вторая нога. Он у меня и в магазин сходит, и все сделает. Так вот, все.
Так, надеюсь, видно же. И вот так вот будем складывать на противень. Ибрагим заснул, наверное. Интересно, видно? Друзья, я испугалась, выключили свет. Так что у нас с этим светом всегда проблемы. Ну и вот последний 10-й пирожок. Не знаю, тесто мне пока нравится. Как получится пирожки, я не знаю. Воздушное, легкое такое. Начинка, правда, чуть-чуть останется. Хоть на один пирожок. Может быть, как-то еще один куда-нибудь впихнуть. Может, получится? Как вы думаете, мои хорошие? Сюда, наверное, один пирожочек. А то жалко эту начинку. Хотя ее могут и съесть, но сделаем пирожок. Я очень редко делаю дрожжевое тесто. Как-то мне проще с моим кефирным. Но эти пирожки мне нравятся именно из дрожжевого теста. Так, ну и все, теперь оставим их минут на 10-15 для того, чтобы они поднялись. Сейчас я уберу это тесто. Положу его в морозилку. Там слишком жарко будет, потому что духовка работает. Сейчас пусть здесь постоят. Накроем. И все. Ждем минут 10, потом духовку. Пирожки наши подошли. Очень даже хорошо. Конечно, один пирожок здесь все-таки лишний. Я это знала, но делать нечего. Теперь смажем их яйцом, желтком, вернее. У меня тут просто желток. Вот что значит
куриное домашнее яйцо. Желток очень такой ярко-желтый, тем более они у меня сейчас едят кукурузную муку. Ну и чуть-чуть только пшеницы. Кукурузы больше. У меня просто кукурузы больше, чем пшеницы. Приходится кормить чем что есть. В этом году и заготовку сделала очень мало зерна. И скорее мне нужно убирать своих гусей и уточек. И делать тушенку. Хочу из уточек сделать тушенку немножко. Просто пока холодно. Не хочется на улице их чистить. На кухне поставили печку, и то еще не высохло. Внизу вроде бы высохло, но вот по углам и даже стены немножко размокли от того, что вот, ну, снизу наверх пошла вся эта влага. И теперь по углам ставим плитку, высушиваем. Так что затянулся наш ремонт, конечно, капитально. Желтенькие пирожочки наши получились. Я не знаю, как получится. У меня духовка почему-то не включается сверху этот комфорт, не комфорка, а вот сверху что горит в духовке. Почему-то не включается, не знаю. Нужно точно мастера звать мне для всего. Багаудин, поищи в интернете. Слышишь? Наверное, в наушниках тоже сидит. А то я сейчас забуду. Алло. Поищи в интернете человека, который газовые плиты ремонтирует. Да, да. Можно было, конечно, молочка сюда добавить, но я решила просто же яичным желтком. 2 яичных желтка на эти 11 пирожочков. Вот так. Так, и посыпем их кунжутными семенами. Так, и в духовку где-то на 180 градусов. Ну, точно не знаю, но я сейчас засеку по времени и скажу вам, за какое время моя духовка. Хотя у меня и не показывает температуру, но примерно 180. Вот так они быстро пекутся. Тесто воздушное. И в духовочку. И ждем, пока они запекутся. Так, друзья, и, по-моему, наши пирожки уже готовы. Жалко сверху. Но они подрумянились, как видите. Все-таки я их то внизу, то наверх. Все старалась подстроиться под эту духовку. Вот. Ой, мамочки, не горячие. Вот такие вот пирожочки получились. Ой, мамочки.
Аромат какой от них идет. Обалденные пирожки. Дадим немножко им остыть все-таки. Так, и вот, друзья, постояли мои пирожки минут 5. Аромат, как я сказала, очень вкусный. И вот такие вот пирожки. Жалко, я их не могу попробовать. Просто понюхаю. А кушать их будут уже мои мальчики. Я еще, как я уже сказала, не сбивалась с диеты, друзья, уже привыкла. Ну, конечно, иногда чего-то хочется. Вот запах пирожков очень хочется, но не буду. На этом все, друзья. Мой сегодняшний влог я закончу. Еще раз вам большое спасибо за пожелания моей семье, моей сестре. Вам тоже всем здоровья, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня у нас.